Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На текущий момент, на 16 октября 2020 года, ситуация в Якутии остается напряженной и тревожной. За последние сутки выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск приходится 85 случаев. Еще раз обращаю внимание, что в основном это случаи, которые непосредственно возникают в результате корпоративных семейных контактов. И тот указ главы Республики Саха-Якутия, который издан сегодня в части вопросов, связанных с усилением ответственности работодателей за отслеживанием тех работников, которые посещают рабочее место с признаками ОРВИ, а также с уходом бюджетной сферы на удаленку. Я думаю, что на удаленный режим работы даст возможность непосредственно снизить в целом все показатели и прежде всего город Якутск, потому что в основном он в республике представлен бюджетной сферой. Что касается промышленных районов, то в них непосредственно сами работодатели достаточно четко выстраивают свою работу. На настоящий момент в ряде промышленных районов и на предприятиях начинаются перевахтовки и смены персонала. Уже есть отработанная схема по обсервации этих работников. И главное теперь дальше, чтобы именно там соблюдались правила по дальнейшему также разделению потоков, по соблюдению социальных дистанций и, соответственно, по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Впереди город Якутск, так же, как и все районы республики, ждет непосредственно дни дезинфекции, которые должны пройти по указу главы республики. И, соответственно, данные дни должны стать основанием для того, чтобы говорить о том, что все-таки мы должны работать в чистом пространстве. И это тоже новые тенденции, новые правила соблюдения именно санитарных норм. В Жиганском улусе у нас, к сожалению, подтвердился плохой прогноз, связанный все-таки с распространением заболевания от одного человека. И, соответственно, сегодня в Жиганске фиксируется 9 случаев новой коронавирусной инфекции. В Сунтарском улусе тоже большое количество, по нашему мнению, сегодня выявлено. Это 7 человек. Непосредственно оказывается республиканским оперативным штабом вся оперативная помощь для того, чтобы эту ситуацию регулировать. В отдельных улусах, остальных практически, в каждом есть по одному, по два случая. Но необходимо обратить внимание, что у нас уже начинает уходить коронавирус глубоко на север, и поэтому сегодня и отдаленные населенные пункты. Сегодня главной задачей является прежде всего со стороны глав муниципальных образований отдаленных населенных пунктов. Это соблюдение, контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Кажется, что сельский или любой арктический населенный пункт отдаленный, он далеко. Но, тем не менее, коронавирус он приходит и в отдаленные населенные пункты, поэтому соблюдать масочный режим должны все. Это позволит не распространять его в большом количестве. Медицинские организации готовы, на контроле у нас находится и обеспечение как лекарственными средствами, так и, соответственно, всеми необходимыми оборудованием для того, чтобы помощь оказывать. За сутки у нас, к сожалению, зарегистрирован один летальный случай. И, соответственно, лабораториями Якутии проводится, за эти сутки проведено 5386 анализов. Вчера глава Республики Саха-Якутия Александр Сергеевич Николаев встречался с главными врачами больниц города Якутска для того, чтобы непосредственно разобраться на месте и вместе с врачами, разобраться в той ситуации и в тех проблемах, которые возникают, выраженные в том числе в жалобах граждан на длительную госпитализацию, на длительную невозможность дозвона. Ну и, соответственно, в целом все отметили, что необходимо уже сегодня ряд еще организационных мер принять, и в целом ситуация, она уже более спокойная. На настоящий момент самое главное для нас – это сегодня четко понимать, что принципы госпитализации и порядок госпитализации определяет врач. И, конечно же, нужно просто спокойно для себя воспринимать и в том числе и лечиться гражданам амбулаторно, там, где нет показаний для госпитализации.
Сегодня, койки в республике, в том числе в городе Якутске, для госпитализации есть. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее вас ждет выпуск новостей. И так далее в программе. Владимир Путин поручил проводить внеплановые проверки поставщиков продуктов в школах. Между тем, Роспотребнадзор проверил предпринимателей и организации Мегино-Кангаласского района. Юная якутянка выступила вместе с певицей Анитой Цой на международном благотворительном фестивале «Белая трость». Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому новые предприятия малого бизнеса смогут получить освобождение от налогов в связи с пандемией. Это коснется малого и среднего бизнеса. Ранее от уплаты налогов и сборов в связи с распространением COVID-19 были освобождены организации, включенные в единый реестр субъектов на основании налоговой отчетности за 2018 год и работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Принятый закон включает в этот круг и организации, зарегистрированные в период по 29 февраля 2020 года. Также Путин поручил проводить внеплановые проверки поставщиков продуктов в школах. Указания даны Роспотребнадзору. Доклад на эту тему необходимо будет предоставить до 15 ноября, а далее отчитываться ежеквартально. Ответственным назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, глава государства поручил своим полпредам в федеральных округах проводить мониторинг обеспечения питанием учащихся и школьников льготных категорий. При этом президент призвал обратить особое внимание на качество пищевых продуктов и на сохранение объемов финансирования, предусмотренных в региональных бюджетах. На днях Роспотребнадзор провел рейды по коммерческим организациям и предпринимателям Нижнего Бестяха в Мегино-Кангаласском районе. Проверяли санитарные требования и соблюдение мер предосторожности. С результатами проверки нас ознакомит Артур Старостин. В общественных местах дистанция между посетителями далеко не соблюдается. С масочным режимом относятся более ответственно, но все равно встречаются люди, которые не хотят носить защитную маску. В магазинах в день контроля Роспотребнадзором только начали не обслуживать покупателей с голыми лицами. Этот продавец обувного уголка маску держит в кармане, не носил, потому что он был порван. Встречаются люди, которые вовсе не уведомлены о масочном режиме. У нас нету этой информации. Мы в тайге работаем на горе. Ваши работодатели должны были вас проинформировать. Пока нету у нас такого. Я много раз заметил, когда люди заходят в магазин, маску все отпускают вот так вот, но это неправильно. Обслуживание клиентов с порванными перчатками тоже является грубым нарушением. Им были составлены протоколы административной комиссии района. Данный гражданин занимается фасовкой продукции. К сожалению, большинство людей не пользуются перчатками, поэтому при входе в магазин обязательно должны обрабатывать руку специальным антисептиком. Скажите, пожалуйста, антисептика у вас надолго хватает? Антисептики у нас заканчиваются. Мы делаем специальный завоз каждую неделю. Меняем раствор каждый вечер, потому что под вечер она у нас уже заканчивается. И чтобы с утра он уже был полный. При проверке в одном из оптовых баз Нижнего Бестяха были выявлены сразу несколько нарушений по несоблюдению санитарного режима. Продавец обслуживает без перчатки, клиента без маски. Дезинфицирующее средство не соответствует требованиям. Я вот смотрю, написано, да? Я стекол, все это нашатырным спиртом. В отношении работодателей, да, у них должна быть термометрия своих работников обязательно, с фиксацией в журнале, должна быть кварцевание, рециркулятор, и должны каждый день проводить дезинфекцию объекта полностью. А работники вовсе не понимают, что такое кварцевание помещения. В целом, со стороны предпринимателей и местных жителей режим санитарно-эпидемиологических требований соблюдается. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район.
Северо-Восточный федеральный университет и Норвежский университет запускают совместную программу профессиональной переподготовки управления развитием Арктики. Это один из механизмов, закрепленных в указе главы Якутии об основных направлениях госполитики в арктической зоне до 2024 года. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров, работающих в арктических муниципальных районах республики, с учетом специфики и потребностей каждой территории. В ходе обучения слушатели познакомятся с инструментами системы стратегического планирования в муниципальном образовании, научатся применять их в своей деятельности, изучат основы государственной политики. Разработка этой образовательной программы и вообще реализация этой программы – это действительно очень большой шаг для всех арктических районов подготовки управленческих кадров. Глава республики Александр Сергеевич Николаев поставил задачу выйти на новый уровень управления в Арктике, поэтому нам необходимы управленческие кадры, и мы, наше Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, как никто заинтересован в успешной реализации этой программы. Навигация разрешена теперь только предпринимателям, которые везут пассажиров от берега к берегу. Напомню, что согласно приказу регионального Минтранса, со вчерашнего дня завершилась навигация для некоммерческих маломерных судов. Однако частные лицензированные перевозчики, работающие на доставке людей от одного к другому месту назначения, продолжают работать. В связи с этим сотрудники МЧС регулярно проводят рейды и профилактические беседы с судоводителями, а также с населением. Те, кто ослушается приказа Минтранса, ждет административная ответственность, которая влечет за собой штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Помимо этого, МЧС напоминает, выезд транспортного средства на лед в период запрета влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что с начала года на водных объектах пропало и погибло 66 человек. В этот период времени существуют сезонные риски для судоводителей маломерных судов, сопряжены с риском для жизни. Это потеря остойчивости и опрокидывание маломерного судна, обледенение, а также переохлаждение организма человека. Это для судоводителей маломерных судов. Также в группе риска в этот период времени в северных районах, где образовался тонкий лед, группа риска – водители снегоходов. В течение многих лет сирота из Алданского района, инвалид третьей группы и мать-одиночка не может получить положенную ей по закону квартиру. Только на днях девушка отстояла право на включение в единый реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Какие есть перспективы и когда ждать жилье, узнала Анна Васильева. Сироте Анастасии Лагутенко уже 31 год. Однако до сих пор положенную ей по закону квартиру так и не получила. Ею было написано множество исковых заявлений в адрес надлежащих органов. Подробно свою историю сегодня Анастасия рассказала нашему телеканалу. 5 лет без прописки была. То там жила, то в гаражах жила, то везде. Ну, я работала. Соседка работала в мэрии. Она сказала, говорит, ты же, говорит, как сирота обязана квартиру получить. Я была ошарашена, конечно. Пришли документы, ответ получается с Алдана, то, что стоит на очереди не Лагутенко Анастасия Сергеевна, а Лагутенко Анастасия Николаевна. Девушка уже отчаялась и не знает, куда ей обратиться. В ожидании улучшения жилищных условий инвалиды третьей группы, матери-одиночки, приходится тесниться в ветхой комнатушке, который достался ей по соцнайму. У Анастасии была спорная ситуация, она не попала в реестр на получение жилья от государства, обратилась к нам в администрацию, было принято решение временно ей предоставить эту квартиру. В связи с тем, что у нас жилой фонд в поселке очень старый, предоставили эту квартиру. После множественных обращений Анастасии на прямую линию с президентом Российской Федерации к этому делу подключились представители Народного фронта. И благодаря слаженной совместной работе с отделом опеки и попечительства Вилюйского района буквально на днях Алданский районный суд признал за Анастасией право на включение в единый реестр детей-сирот. Обнаружили действительно, что по большому счету произошла ошибка именно в том, что было перепутано отчество. Мы незамедлительно начали подготовку к суду совместно с Министерством труда и социальных отношений. Были подготовлены иски, Анастасия Сергеевна принимала активное участие, помогали муниципалитет,
соответственно. И этот иск был направлен, к счастью, буквально вчера. Этот иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. Теперь Анастасия мечтает получить положенную ей по закону квартиру в столице нашей республики. Ведь по состоянию ее здоровья она нуждается в постоянном надлежащем медицинском наблюдении, которое оказывают лишь в городе Якутске. В свою очередь наш телеканал будет следить за развитием событий сложившейся жизненной ситуации Анастасии. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, НВК «Саха», Вилюйск. Юная якутянка Илана Степанова выступила вместе с певицей Анитой Цой. Они исполнили песню «Неисправимая». Выступление состоялось в Москве в рамках гала-концерта 11-го международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Наш СОБКОР в столице Айсена Бурнашова побывала на мероприятии. Вот она у меня здесь в телефоне. Вот видите? Вы с ней уже познакомились? Нет. Мы еще с ней не познакомились, знакомы косвенно, потому что вместе записывали одну песню. Песню «Неисправимая». Певица Анита Цой и талантливая Айлана Степанова до гала-концерта еще не виделись. Репетировали онлайн, признаются артистки. И вот впервые они встретились и вышли на сцену. Айлана не видит сцену, но держится на ней уверенно. Диагноз атрофия зрительного нерва ей поставили сразу после рождения. Кажется, в дуэте Аниты Цой и талантливой якутянки совпало все. От цвета платьев до самой песни. Неисправимо влюбленные в музыку, неисправимо влюбленные в жизнь. Для меня спеть с Анитой Цой – это большая честь. Очень много готовились. Ателье находили, шили платья. Моя жизнь будет связана с музыкой. Но я не думаю, что я буду такой популярной певицей, но я знаю, что моя жизнь будет связана с музыкой. Илана, она уникальная девочка. Прежде всего, она человек, который слышит и живет музыкой. Это самое главное, это то, что ей в жизни поможет. Благодаря творчеству и умению видеть мир сердцем свой жизненный путь нашли сотни детей с нарушением зрения. Среди участников этого праздничного шоу немало и тех, кому пришлось столкнуться с равнодушием, а порой и с жестокостью окружающих. Фестиваль «Белая трость» призван поддержать особенных детей. Задача нашего фестиваля как раз в том заключается, чтобы менялось сознание людей к людям с инвалидностью. Очень рада, что Якутия с нами в этом году, безусловно. Для нас очень важно, когда дети поют, они очень талантливые. Фестиваль, как добрая традиция, уже в 11-й раз помогает детям осуществить мечту, выступить со звездами и доказать, что яркая жизнь есть и в темноте. Тамара Гверцителли, Зара, Николай Басков и другие знаменитые артисты. Вместе с ними сегодня на сцену вышли 29 детей. Из-за пандемии коронавируса гала-концерт фестиваля впервые проходит без зрителей. Но несмотря на такие нюансы, организаторы отмечают, что зрители смогут увидеть концерт в записи. Это случится 7 января на телеканале НТВ. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.